Здравствуйте, в эфире новости, в студии Луиза Хатуева и коротко о главных событиях к этому часу. Остались считанные часы. Республика готовится отметить день рождения лучшего из людей. О коррупции на подмостках театра. В Грозном состоялся показ спектакля после землетрясения. Золотая лига в Грозном. 100% готов уехать. Как готовятся чеченские спортсмены к чемпионату Европы по дзюдо. Сегодня мусульмане республики встречают особую ночь, на которую пришлось рождение лучшего из людей, любимого посланника Всевышнего, пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Верующие готовятся провести это время в богослужении. Известно, что в одном только Грозном пройдет целый ряд масштабных религиозных мероприятий. В центральной мечети «Сердце Чечни» состоится выставка реликвий посланника Всевышнего. Также здесь будут выставлены и другие экспонаты, особенно ценные для верующих. Сотни людей уже ждут ее открытия. В эту ночь в главной святыне республики совершат обряд зикр, коллективный фаджр-намаз, будут читать священный Коран. Небо над всей республикой озарят фейерверки. Мы будем транслировать в прямом эфире, как в Грозном отмечают день рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Люди говорят, что это для них особенное время. وأيتن يغزل سلام صلاة تلتن أنزاش هو شيء أنا تانيش دينا هول سون صديق منه ألشي تنت إياكشي تن تو حق تو ديت نق تو ووش و خيل ووش ديش صار ويزمن ودوش دات иду квет дег. Резал квет. Мы почана хада билгал докш. Рауча доуда скиги чанди алона ха хоичер бо. Боди чон почана рамдан резал. حلم وداي اخو بيل حسات وش لعباندو. لحينتا هذا مرج حديث عن شغل خالص شرادينا هذا مش билгал докш داز ديش. В преддверии этой даты в регионе прошли многочисленные конкурсы на знание основ ислама. К примеру, в муфтияте выявляли лучших знатоков сиры, жизнеописания пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Свои знания продемонстрировали школьники из разных уголков республики. С ними пообщался и наш корреспондент Магомед Ламаркаев. Из какого племени был посланник Аллаха Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? В каком году состоялась битва при Бадре? Сколько раз имя последнего из пророков упомянуто в Коране? Это лишь небольшая часть вопросов, ответы на которые нужно было знать участникам конкурса. Финальную часть, пройдя 2 этапа, прошли лучшие знатоки биографии любимца Аллаха из 20 районов республики. Несмотря на то, что состязания проходили между школьниками, ребята показали хорошие знания о сире. Имени Мухаммада, посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, упоминается в Коране всего 4 раза. Сура Али Имран, 144 ая. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Затем, как школьники отвечали на вопросы, наблюдало жюри, в составе которого известные богословы республики. А в перерыве прошло награждение участников другого конкурса «Мавлид ан-Наби» за лучшее стихотворение про пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Почетной грамотой за лучшее стихотворение в конкурсе, лучшее авторское стихотворение, посвященное любимцу Аллаха, лучшему из людей, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, награждается Шамилев Асват.
Диана Исмаилова учится в 7 классе. Изучением биографии пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, она увлеклась несколько лет назад. На конкурсе она сегодня представляла Натеречный район. На общереспубликанском уровне выступала впервые и, к собственному удивлению, победила. Не буду останавливаться на достигнутом. Хочу еще больше изучать. Это для меня очень важно. Как мусульманин должен знать биографию пророка. Конкурс среди школьников на знание сиры впервые проводился в 2007 году. Уже спустя год он вышел на республиканский уровень. Богословы уверены, для воспитания подрастающего поколения в духе истинного ислама проведение таких мероприятий необходимо. يصوتوا تغن كيجي بورستار حالاتها بقي خلجود يعني سيدك شو حسيت ذا الخدويز هنا الجنة عليه الصلاة والسلام علم عامر جوزل إذا قرآن ذا الحيلو تون يلا كيجيش ناقن تون غلق تون آمل تون داخر بيلقل داخر هو شرع كل داخل هم ديستل دول بالجيو كل داخر كيرت بهاندوكس. Ни один участник 2 конкурсов не остался без внимания. Каждый из них получил от муфтията грамоты и сборники исламской литературы. Ну а лучшие были поощрены и денежными призами. Магомед Ламаркаев, Хаважа Мунаев и Луиза Юнусова. Новости. Конкурс на знание основ ислама прошел и в Российском исламском университете имени Кунта Хаджи Кишиева. Здесь участникам предстояло ответить на вопросы жюри о Всемирной исламской конференции, которая прошла в Грозном. Среди судей и доктор шариатских наук шейх Сайф Аль-Асри. Организатором конкурса выступил телеканал «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Итоги в материале из Наура Заурбекова. Конкурс проводится в преддверии дня рождения лучшего из людей. Студентам предстоит выступить перед богословами с сокращенными докладами, которые были озвучены во время Международной исламской конференции, прошедшей в Грозном в августе этого года. Начиная мероприятие, перед собравшимися выступил ректор Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Кишиева. конференция лайон йоцон лет йер элзаман жаха попредажит лиш заман чай жо хазах яттет он асана само адалда да мурасан йери ва иза и пойди хирю дикя хирю иза. 8 участников конкурса в течение месяца изучали доклады, озвученные на исламской конференции. Теперь им предстоит коротко рассказать о главных аспектах своей темы и дать исчерпывающие ответы на вопросы жюри. إذا كان كراتك صدر جاني حيصر هورا مو قيس قناع شوهر الاعتبار يشتوى يرجع مسار جلاد وأنا مسار أخبايدي يصير أقشي لك حي الشوريها سرق ديش خاطر دو عرب متاح لوشنوب عرب متاح دو. После выступления всех участников жюри начинает оценивать их доклады. Тем временем студенты университета и богословы проводят религиозные обряды Мавлид. По итогам конкурса всех участников наградили грамотами и ценными призами. Третье место занял Али Загаев, второе Магомед Рахимов и победителем стал Алхазур Цагуев. Конкурс хилчдин саха идайол лчдин садик бухт сауханера خزوق آخر دل بیرش قصدن دونه جو قحگیر دیک بالا بینیر ایشت ایبال خا قحیگر ایبال بیچه وینیو قحق قصدن وی عربای متمایری عربای مت شهر بلر دق علم دویزر ایشت کنکورس سیخ خیلشه علم عمشان جو باید خیر بر الخیت سون ساقه. Работы участников сегодня оценивал доктор шариатских наук, участник исламской конференции шейх Сайф Аль-Асри. Богослов высоко оценил конкурс и уровень подготовленности участников. Я очень рад присутствовать на этом мероприятии. Сегодня определились самые успешные в учебе студенты. В этом конкурсе они показали свои знания, коротко рассказали о докладах ученых, выступивших на Международной исламской конференции. По воле Всевышнего в скором времени эти студенты станут преподавателями, которые будут полезны всей мусульманской умме. Собравшиеся прочитали дуа, прося милости Всевышнего для всей мусульманской уммы. Конкурс завершился памятным фото. Из Наур Заурбеков, Мансур Сааев и Юсуп Успанов. Новости. Наступление знаменательной даты отмечают по всей республике. Аналогичные конкурсы на знание религии, адатов и жизни посланников Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует, прошли и в Шали. Богословы здесь также провели религиозные обряды. Обо всем по порядку. Розанна Самаева.
وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. Чтение сур священного Корана и знание о жизни пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. В Шали прошел религиозный конкурс среди учащихся образовательных учреждений. В нем приняли участие 36 человек. Все конкурсанты получили ценные подарки и конверты с деньгами. هرايون يا فيمر دنيا شو الربيع الأول بز بيش تأتي عند عبي الغش بوصل دين أور بلغش بو هر كونكورس فنيول شو الكونكورس كيس فوق دون كولتوريا أدمينستراسيا حجر شكا تون بالاسيوي توشو دال يالله يلسون. Затем на центральной площади города прошел религиозный обряд зикр. Собравшиеся восхваляли лучшего из людей и просили милости Всевышнего для всего народа. Позже почитаемые алимы и старцы муниципалитета прочитали мовлид, а малоимущим семьям со всего района раздали мясо жертвенных животных, а также продукты питания. Розана Самаева, Дени Хавхаров. Новости. Наступление дня рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, отметили и в Гудермесе. В центральной мечети собрались жители со всего района. Богословы читали проповеди о любви к посланнику Всевышнего и о воздаянии, уготованном за чтение салаватов. Провели верующие и религиозные обряды зикр и мавлид. كان قوس دلر دم عظيم على الغوت قوسه غالح ذلك قدم غالح عن خير ديزدر الجمس واشترنا تغن صنعات يعضانا الجمس واشتر تغن دز دوي عضانا جبي برد خلضانا وناخذ صنعات تغن دز دسوق ودار مولادانا. Аналогичное мероприятие прошло и в высокогорном Шатое. Знания в области религии, а также чеченских адатов продемонстрировали 30 человек. Это работники различных ведомств и учреждений муниципалитета. На мероприятии присутствовал глава района, а также директор департамента по религиозным связям с общественными организациями главы и правительства Рустам Абазов. В результате соревнований первое место досталось Аминат Абдурахмановой, обладателем второго места стала Хеда Нагаева и третье место у Аминат Абдулаевой. Победители получили денежные премии от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Чеченское отделение партии «Единая Россия» провело встречу со школьниками в рамках федерального проекта партии «Безопасные дороги». Перед учениками 42-й школы выступили депутаты парламента Мурат Тагиев и Аднан Нагаев, а также представители госавтоинспекции. Сами ребята разыграли сценку, в которой рассказали, как должен вести себя пешеход, чтобы его поведение не стало причиной ДТП. Мы приглашаем инспекторов из службы ГИБДД. Они проводят вот эти тоже лекции вот с учениками. На наше удивление, вот эти школьники, они в достаточной мере хорошо знают правила дорожного движения. После землетрясения в Грозном состоялся показ спектакля по пьесе известного автора Мусы Ахмадова. В сюжете драмы поднимается вопрос коррупции и ее негативного влияния на общественные процессы. Как оценил театрализованное представление чеченский зритель, расскажет наш корреспондент Тинатин Мазашвили. О том, как в любой экстремальной ситуации оставаться честным и порядочным человеком, показали на театральной сцене. К Международному дню по борьбе с коррупцией в Чеченском государственном драматическом театре имени Хампаши Нурадилова состоялся показ спектакля «После землетрясения». Пьеса народного писателя Чечни Мусы Ахмадова рассказывает историю, основанную на событиях прошлого столетия. Землетрясение разрушило дома десятков сельчан. Пострадавшим положена компенсация. Однако для главных героев драмы, чиновников сельской администрации, последствия разрушительной стихии стали испытанием на прочность.
Кто-то из них обирает жителей разрушенных домов, набивая карманы за счет пресловутых откатов. Другие восстают против коррупции. Несмотря на то, что события спектакля разворачиваются в прошлом, они не теряют актуальности и сегодня. К сожалению, коррупция – это все старое как мир. Наверное, сколько существует мир, к сожалению, столько и будет существовать и добро, и зло, в том числе и коррупция тоже. Пьеса, написанная Мусой Ахмадовым, она актуальна и сегодня, несмотря на то, что написана была еще в 80-е годы. Этот спектакль идет с большим успехом, наверное, потому что все-таки реальная правда, она привлекает зрителя. Показ спектакля был организован Министерствами культуры, экономики и территориального развития, образования и молодежи. После землетрясения посмотрели студенты и школьники Грозного. Спектакль хорошо продемонстрировал, какую злобу несет в себе коррупционная составляющая деятельности тех или иных чиновников. И вот посредством проведения такого мероприятия мы хотели действительно показать подрастающему поколению то негативное влияние, которое в целом происходит в обществе в случае, если бывают коррумпированные элементы. В зале присутствовали также сотрудники правоохранительных органов. По словам зрителей, сюжет пьесы – это еще один пример, что нужно искоренять коррупцию во всех сферах общественной жизни. Спектакль, он может служить уроком для граждан, простых граждан. Мы с этой работой, конечно, сталкиваемся постоянно, ежедневно, можно сказать. Поэтому это для нас не ново, но для тех людей и студентов или школьников, которые там сегодня присутствовали, вот для них, конечно, это будет являться и уроком, я думаю. Обыкновенная история борьбы с пороками и человеческая трагедия вызвали отзыв в сердцах каждого зрителя. Тинатин Музашвили, Мансур Саев, Зелим Закаев. Новости. Грозный готовится к спортивному шоу. В спортхолле «Колизей» состоится чемпионат Европы по дзюдо «Золотая лига». Напомню, турнир такого масштаба на территории Кавказа будет проходить впервые. Свои силы в состязаниях проверят дзюдоисты из спортивного клуба «Эдельвейс». Магомед Ламаркаев пообщался со спортсменами. Один из 12 спортсменов от Чеченской Республики, заявленных на участие в Золотой лиге, Бахаудин Эдильгириев. За свою спортивную карьеру он не раз становился победителем различных международных турниров. С недавних пор начал выступать и в командных соревнованиях по дзюдо. На прошедшем клубном чемпионате России, который, кстати, проходил в Грозном, выступая в составе спортивного клуба «Эдельвейс», он занял первое место. Мастер спорта России признается, что предстоящий турнир чемпионата Европы для него пока является самым важным в карьере. Несмотря на то, что он считает самым престижным в Старом Свете, дополнительную ответственность и мотивацию придает и то, что он будет проходить на родине, при родных болельщиках. 100% готов уахиться. Что ты кезгаться яга, о кезгаться яга, цапок дина, бинкичам, эстуния гойтер бо, еще сбенг штица солехта ват, сбенг о мелхулу, кейчо ишула, масанально, масала илахтулуш, шнастрохолт. Волнение, прыгать до целуш, ночь ага, бегать ага, ой, эмза ага, прыгать до ищет, нет права на ошибку. Шамиль Мусаев в составе чеченского клуба в прошлом году становился бронзовым призером клубного чемпионата Европы. А в этом в той же команде завоевал золото России. Шамиль нацелен только на победу и надеется, что спортивный клуб «Эдельвейс» станет лучшим на всем континенте. ده المقلعوي كيش دو الغيتسون هند الشي وي دول نعبو إيش مالش أولش بلا أتوستو نسمعيه هاي كمان دتوا تا كمان دي حباني إيش ميج حباني ويجر د ميج تندل خز تيجا просто так лет مجردات تيجا خز نستروي تصدين خز هايدو عليه شوية تيجا ومسير دو عليه شو تيجا بول دال تقبلن خز يقع خز ديك لا تيسخ. По мнению тренеров Эдельвейса, к турниру наши спортсмены подойдут в самой оптимальной форме. Они уверены, тот факт, что Золотая лига состоится в Чеченской Республике, положительно скажется на имидже региона и привлечет к занятию спортом большое количество молодых ребят. Мы когда первый раз чемпионат России когда проиграли, нам вот эта Золотая лига казалась вообще очень далеко и даже нереально даже попасть туда. Но сегодня буквально за 3 года мы даже с каждым годом пробились и попали на Золотую лигу. И этот турнир интересен не то, что
в Европе, в мире, даже самим японцам, они за этим наблюдают. Это очень серьезный уровень. И то, что проводится в Чечне, я считаю, это очень большой плюс для нас, для Чеченской Республики. Особое внимание турниру уделяет и руководство Чеченской Республики. Для того, чтобы провести Золотую лигу на высшем уровне, создан специальный организационный комитет во главе с министром физической культуры и спорта Хасмагомедом Хизриевым. В него вошли руководители различных ведомств, организаций и министерств. В свою очередь, они периодически собираются и обсуждают наиболее важные вопросы. Соревнования состоятся 17 декабря в спортхолле «Колизей». Специально для Золотой лиги. Здесь соорудят конструкции, рассчитанные на 2 татами. На них в день состязаний будут проходить одновременно мужские и женские поединки. По мнению организаторов, турнир обещает стать грандиозным спортивным шоу, которое надолго останется в памяти спортсменов, болельщиков, да и всех любителей дзюдо. Магомед Лаваркаев, Мансур Сааев и Зелим Закаев. Новости. Первая игра 8-го тура высшей лиги А чемпионата России по волейболу состоялась в спорткомплексе «Олимпийск». Грозный принимал московский МГТУ. Соперник занимает 2-е место в турнирной таблице, в то время как чеченская команда на 12-й строчке. В этом матче сильнее оказался МГТУ 3-0. Грозному предстоит еще одна игра с москвичами. По ее итогам станет ясно, сможет ли наша команда подняться на 11-е место в таблице. Праздник профессионального бокса. В Москве прошел международный турнир по данному виду спорта под названием «Дух воина». В рамках состязаний состоялись 10 боев, в 7 из которых выступили представители клуба «Ахмат». А в главном бою вечера чеченский спортсмен Умар Саламов оспаривал титул чемпиона мира по версии IBO. Подробности у Изнаура Заурбекова. Из чеченских боксеров первым на ринг против Артема Сулейманяна вышел Джамалей Музаев. Сразу после начала боя наш спортсмен начал агрессивную атаку, которая привела к 2 нокдаунам. К середине первого раунда секунданты Сулейманяна приняли решение остановить бой. Победа присуждается бойцу красного угла Джамалей Музаев. Джамалей Музаев одерживает 3-ю победу на профессиональном ринге. И теперь его послужной список 3-1. Следующий 4-раундовый бой состоялся между представителем боксерского клуба «Ахмат» Булатом Бишиевым и Андреем Нурчинским. Во всех раундах наш спортсмен держал инициативу на своей стороне. По итогу боя Бишиев одержал свою 4-ю победу на профессиональном ринге. Вечер продолжился боем Мавсура Юсупова с Джо Вегасом из Уганды. На 5-м раунде наш боксер по прозвищу «Монстр» серии тяжелых ударов зажал противника в углу, после чего рефери остановил бой. Мавсур одержал победу техническим нокаутом. Победа присуждается Последующий бой провел представитель клуба «Ахмат» Висхан Мурзабеков с Чарльзом Мулиндвой. После травмы, полученной в результате тяжелых ударов, противник отказался продолжать бой. Очень запоминающейся была схватка за титул молодежного чемпиона по версии IBO Асланбека Идигова против Игоря Селиванова. В течение 10 раундов чеченский боксер не сбавлял темпа борьбы. Несмотря на тяжелые удары, досрочно бой завершить не удалось. Единогласным решением судей Асланбек Идигов одержал победу в титульном бою. Победителя и нового чемпиона среди молодежи по версии IBO Асланбека Идигова. Бой за титул интерконтинентального чемпиона прошел между воспитанником клуба «Ахмат» Аптио Стархановым и Патриком Менди. Схватка прошла довольно агрессивно. Чеченский боксер часто заставлял противника уходить в оборону, из которой тот нередко проводил успешные контратаки. По решению судей бой завершился ничьей, при условии которой пояс достался нашему спортсмену. Один судья отдает Менди, другой Устарханову, а третий ставит ничью. Супервайзер назначает ничью. Ну и, соответственно, пояс остается у Аптио Старханова при условии ничьи. В главном бою вечера за титул чемпиона IBO в полутяжелой весовой категории встретились носитель пояса Умар Саламов и Абдаллах Пазивапази. С первых секунд чеченский боксер задавил врага сокрушительными ударами. Уже во второй половине первого раунда бой был завершен техническим нокаутом. Умар Саламов защитил свой титул чемпиона. Победа техническим нокаутом. The winner is by technical knockout. 6 из 7 боев представителей клуба «Ахмат» завершились победами и 1 ничьей. В 3 титульных схватках чеченские спортсмены получили чемпионские пояса. Изнаур Заурбеков и Луиза Юнусова. Новости. Это все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.